Танцы укрепляют здоровье и повышают тонус всего организма. Такого мнения придерживается Августина Москвитина, руководитель ансамбля ветеранов «Золотая осень». Она признается, что до выхода на пенсию танцами не занималась никогда. Когда человек танцует, я вот сказала же, улучшается качество жизни, это настроение, это здоровье, это радость жизни. Мы всегда приходим с большим настроением, всегда ждем, когда это у нас будет. Курсы танцевальной терапии проходили под руководством опытного хореографа. Под музыку времен своей молодости люди танцевали без тени усталости. Были организованы и тематические тренинги, такие как профилактика инсультов и инфарктов от профессионального врача-кардиолога. С интересом пенсионеры слушали и советы психологов по активному долголетию. Сейчас наши рамки возрастные очень сильно удлинились, продвинулись. Если я раньше считала, что в 70 лет человек – это совершенно дряхлый старик, то сейчас 70 лет – это совершенно активный член общества, который может и работать, и путешествовать. По словам специалистов, средняя продолжительность жизни в Якутии самая большая на Дальнем Востоке – 70,3 года. Во многом это связано со стратегией работы с пожилыми людьми. В рамках республиканского форума идет разработка нового плана по поддержке граждан старшего поколения. Обсуждаются министерствами, ведомствами, общественными организациями новые подходы к здравоохранению, к обеспечению медицинских услуг для пожилых граждан, занятия физической культурой, спортом, финансовая грамотность. В рамках мероприятия также были проведены различные выставки, мастер-классы и даже уроки плетения из конского волоса. Декада пожилых людей продлится до 10 октября включительно. Во время декады пожилых в течение всего октября на дому поздравят долгожителей старше 90 лет, а также супружеские пары, отметившие золотую и бриллиантовые свадьбы. Для одиноко проживающих пенсионеров будет организована помощь по хозяйству, а медицинские работники посетят маломобильных граждан преклонного возраста на дому. Евгений Заборовский, Тимур Ширижик, Вести, Якутск.